Таджикистан может спасти соседа. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, кто надеется на помощь нашей страны. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Прошлогодняя ситуация с засухой и падеж скота, а также низкий урожай и миллионные потери аграриев могут повториться. А у нас в Казахстане население до сих пор не понимает, что у нас на самом деле ситуация с водными ресурсами, она катастрофическая. В южных областях Казахстана острый дефицит поливной воды. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявляет, что у Казахстана с Таджикистаном есть предварительные договоренности о пропуске воды через водохранилище Бахри-Тачик, сброшенного с кыргызского Тагула. Сейчас в правительстве в срочном порядке решают, как и чем можно помочь отечественному агропромышленному комплексу. Мы можем потерять довольно-таки 20-30%, если не больше. Превентивные меры анонсировали уже неоднократно, но пока не все казахстанские аграрии, фермеры и животноводы получили реальную помощь. Напомним, что в прошлом поливном сезоне Казахстан взамен воды поставлял Таджикистану технику и топливо по приемлемым ценам. Серикали Берекешев, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщил, что проблема орошения в основном приходится на 4 региона страны. Это Кызылординская, Жамбылская, Туркестанская и Алматинская области. Вопросы водообеспечения Казахстана напрямую зависят от соседей, заявил он и рассказал о договоренности с Таджикистаном о пропуске воды через водохранилище Бахри-Тачик. Синоптики не исключают повторного коллапса. О маловодье на трансграничных реках предупреждают и наши соседи Кыргызстан и Узбекистан. Уровень воды они ожидают ниже среднемноголетних значений на 20-30%. Берекешев подчеркнул, что у Казахстана с Таджикистаном есть предварительные договоренности о пропуске воды. До конца мая будут согласованы условия сработки водохранилищ Бахри-Тачик, и 5-6 июня в Душанбе трехсторонним протоколом Таджикистан, Узбекистан и Казахстан будут закреплены данные условия, заявил министр. Он добавил, что приток ресурсов Шердаринское водохранилище в вегетационный период должен составить 3,9 миллиарда кубических метров. Это позволит избежать значительных потерь урожая. Как вы относитесь к тому, что Таджикистан поделится водой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В 2021 году некоторые области Казахстана оказались в трудном положении из-за засухи. Местным фермерам пришлось сократить посевные площади, а властям страны экстренно разработать меры по обеспечению регионов водой. Тогда Таджикистан и Казахстан договорились о поставке 315 миллионов кубических метров воды из водохранилища Бахри-Тачик в обмен на технику и горюче-смазочные материалы. Что Казахстан предложит взамен воды в этом году, пока неизвестно. Тем временем фермеры южных областей Казахстана уже бьют тревогу о начавшемся дефиците поливной воды. Глава одного из фермерских хозяйств страны Алиби Бекжанов говорит, что за последние 2 года засуха сильно ударила по его любимому делу. Посевы риса пришлось сократить на 5000 гектаров. Вместо него он теперь выращивает сахарную свеклу. В Австралии рисом засеяно 79 тысяч гектаров. Он использует 520 миллионов кубометров воды. В Кызылординской области на 80 тысяч гектаров риса не хватает 4,5 миллиарда кубометров воды. Воды катастрофически не хватает. И с этим нужно что-то делать, жалуется он. В правительстве Казахстана о проблеме знают и даже наметили план, как ее решить. Поливная вода теперь будет только в дефиците, но еще и дороже. В качестве мер правительство прорабатывает вопрос введения платы за объем используемой поливной воды, а не за водоиспользование на 1 гектар поливных земель. Это послужит повышению рационального использования воды, но винить лишь фермеров в дефиците воды неправильно. Больше половины влаги от общего объема до полей даже не доходит, теряется из-за старых каналов и водохранилищ, заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. А как вы относитесь к такой ситуации в странах Центральной Азии? Как вы думаете, ситуация с каждым годом будет только ухудшаться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.